Арванздар, приветствуем вас на канале Культурного центра Рухордо имени Чунгыза Таракуловича Айтматова. Сегодня в рамках рубрики «Полезно, интересно и коротко» с вами гид 2019 года Айдай. Я вам расскажу о кыргызском календаре Айсанак. Кыргызский календарь был разбит на периоды, связанные с охотой, скотоводством и земледелием. Год у нашего народа представлен 12-месячным циклом. Началом года считается март, Чалган-Куран, когда наступает весеннее равноденствие. Именно с этого периода продолжительность дня начинает превышать продолжительность ночи. Переводится Чалган-Куран как ложная косуля, это род небольших оленей. Такое название этот месяц обрел не случайно. Как только заканчивается брачный сезон, это обычно бывает в марте, олени сбрасывают свои рога. У косуль рога растут только у самцов, и в марте месяца становится непонятно, где самец, а где, собственно, самка. От этого и название месяца Чалган-Куран. Для кыргызов издревле олень считается тотемным животным, и существовало поверье о том, что если убить беременную олениху, род охотника навсегда прерывается. И чтобы этого не допустить, кыргызы не охотились на оленей в марте, боясь случайно убить беременную самку. Далее идет апрель, Чалган-Куран, переводится как действительная или же правдивая косуля. Назвали этот месяц таким образом из-за того, что у оленя в этом месяце начинает пробиваться рога, и уже с легкостью можно отличить самца от самки. Именно по этой причине в апреле открывался сезон охоты на оленей. И последний месяц, названный в честь ранее упомянутого тотемного животного, это Бугу, олень. Такое название весеннему месяцу дали по той причине, что именно в этот период оленихи рожают оленят. Далее наступает лето, и кыргызы отправляются на Джайло. Слово Джайло означает высокогорное пастбище, обычно на высоте 2500-3200 метров над уровнем моря. Именно на такой высоте живут горные бараны Кулджа. Кулджа – наименование первого летнего месяца. К слову, многие ошибочно полагают, что Кулджа – это самка, в то время как Аркар – это самец. На самом же деле все наоборот. Поднявшись еще выше, можно встретить Козерога Теке. Такое название носит месяц июль. Именно в июле у козерогов рождаются детеныши. Август – это Баш-Оона, сентябрь – Аяпона. Название оставшихся месяцев связывают с уплатой налогов. Тогузунаи – месяц девятки, октябрь. В этот месяц состоятельные люди платили налог в виде 3 коров, 3 верблюдов и 3 скакунов. С каждым месяцем налоги уменьшались. В ноябре Джетин-Наи, Джети переводится как 7. Богачи в качестве налогов отдавали по 2 верблюда, 2 лошади, 2 коровы и по 1 овце. По другой же версии это название связано с сакральным числом 7. У кыргызов есть традиция Джети-Ата, это знание 7 праотцов. Поколение называется так. Ата – это отец, Чоң-Ата – дед. Прадед – это баба, и 7-й прапрадед, 5 раз дед – это теги. У кыргызов есть пословица «Тегин сураб казанал», что в переводе означает «бери кого-то в жены только после того, как разузнаешь о ее предках». Именно в ноябре после изучения родологии 2 сторон молодые люди женились. Декабрь Бештунаир, Беш 5, отдавали скот в количестве 5 голов. Январь Учтунаир, Уч это 3. И последний месяц это февраль, Бирдынаир, Бир 1. В феврале, вне зависимости от социального положения, все должны были сделать вклад в казну. Это могло быть мешок пшеницы, овечка, даже принимали новорожденных детенышей парнокопытных животных. Дорогие друзья, хотелось бы отметить, что это лишь одна из версий происхождения названий месяца. А в каком месяце родились вы? Пишите это в комментариях. Всего доброго и до новых встреч!